вами в метро, друзья. Смотрите, метро пустое, самый длинный эскалатор. Для тех, кто не живет в Москве, хочу сказать, что тут не протиснуться, просто очень много людей. Друзья, перехожу дорогу вообще на красный цвет, смотрите. Просто нету ни машин, ничего. Людей нет на улице. В WhatsApp мне отправили такое срочное сообщение и заявили, что каждый должен послушать его и отправить своим друзьям. Давайте послушаем. Короче, ходила сейчас сюда в свой салон с 28 по 6 число из дома не выходить. Она такая крутая, у нее очень много знакомых. Ей сказали, что распыление вируса будет, потому что это мировое соглашение. Каждая страна в определенное время должна распылять этот вирус. Единственный президент, который намекнул, он же сказал, с 28 по 6 у нас нерабочая неделя. Но люди тупые, они все равно будут выходить. Поэтому распыление будет, вы даже ничего не поймете. Штамм будет. И то, что сейчас коронавирус у нас есть положительный, это легкие формы, потому что это от кого-то привозной, оттуда, как бывает, он от человека человеку передаваясь, он слабеет. А то, что сейчас будет распылять, он достаточно сильный. Поэтому сидим дома. Никакие работы, берите больничные. Нас очень мало, поэтому это информация стопроцентная. Не просто так же. Сначала Китай, потом Италия, все остальные страны. Сейчас на подходе Россия. У нас очень быстро строили больницы. У нас уже подготовили вторую больницу, здесь инфекционную. Наши 1 апреля должны кровь из носа сдать. 4 отделения, у нас там ремонт сейчас делают день и ночь. Кто хочет в это поверить, они поверят и будут сидеть дома. Кто не хочет, это их личное дело. Вот я вышла, ни одной души нет на улице. Друзья, очень часто такие видео выпускают, отправляют по WhatsApp всем и говорят отправить своим друзьям, это очень важно. Мне кажется, это утка. Просто люди не слушаются, выходят гулять, не соблюдают карантин, заражают всех, и это превращается в пандемию. То же самое, что с итальянцами. Им сказали, а им всем пофиг. Поехали гулять, есть свой спагетти и перезаражали всех. То же самое в России. Хоть как-то удержать людей дома, они распространяют вот такие вот утки, вбросы. Это может быть и правдой, в принципе. Все мы помним, что коронавирус пришел из Китая. 3 месяца назад у них там началось все это, превратилось в пандемию, но китайцы все это решили. Из западных и из Европы самые страны, которые пострадали, это Италия и Америка. У китайцев все было жестко. На улицу выходить нельзя, штраф или смертная казнь. Все сидим дома. Голодные, холодные, исчезнет болезнь, уйдет, все, живите дальше. Обязательно досмотрите это видео, я расскажу вам секреты, которые не расскажет вам никто другой. То, что от вас скрывают, я покажу здесь. Из-за этой болезни многие дурачки пиарятся в Инстаграме, делают всякие вайны. Коронавирус, корона, уйди с нашего района, никуда не выходи, будем сидеть все дома. Коронавирус, нет, 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 коронавирус, нет, нет, нет. Берем пример с узбекских ученых, которые продолжают активные попытки открыть новую вакцину против китайского коронавируса. Правда, пока каждый раз у них получается плов, но это тоже очень неплохой результат. А это российская шутка с телеканала. Надеюсь, достойные узбекские парни и влиятельные узбеки решат этот вопрос. К чему эта шутка? Что за издевательство и стереотипное мышление? Во-первых, обращаюсь к этим людям. Вы вообще реально придурки или кто? Это реально не смешно. Когда в ваш дом придет эта болезнь, заберет жизнь вашего отца, матери и так далее, тогда посмотрим, как вы будете снимать вайны и веселиться. Хайпуют люди на болезнях и смертях. Как мы знаем, в России продолжается рост зараженных. И самое страшное, люди, которые работают здесь, мигранты, да, они застряли в аэропорту уже примерно, наверное, 1,5 недели, улететь не могут, даже может больше. Потому что ни одна республика не принимает своих граждан. Чтобы показать, что происходит в столице России, в городе Москва, я вышел сам лично в город. Ну что, мы сейчас с вами в метро, друзья. Смотрите, метро пустое, просто самый длинный эскалатор.
Для тех, кто не живет в Москве, хочу сказать, что тут не протиснуться, просто очень много людей. Покажи, оператор, пожалуйста, вот пустота. Еду я и мой оператор. Друзья, перехожу дорогу вообще на красный цвет, смотрите. Просто нету ни машин, ничего. Людей нет на улице. Вот одна машина едет за первые, наверное, 2 минуты, 3 минуты. Сейчас нахожусь в столице России, в Москве. Буквально все магазины закрыты. Только продуктовые магазины открыты. Вы спросите, почему я в маске? Психологически с ней любому человеку комфортно. В аптеках нету масок, друзья. В большой стране России не выпускают маски, которые стоят копейки. И ни в одной из аптек не было ни перчаток, ни масок, ни антисептиков. Все раскупили люди и правильно сделали. Прошу быстренько. А есть маски? Антисептики? Маски есть? К сожалению. А антисептики? Тоже. К сожалению, люди есть на улицах. И карантин для них ничего не значит. Я не понимаю таких людей, которые относятся к этому как к шутке. Друзья, поймите, это уже давно не шутка. Подумайте о своих родных и о своих детях. Можно один вопрос? Меньше народу на улице, да? Да, намного. Тут обычно кишат, людей много. Да. Но и с другой стороны, если они не будут ходить работать или что-либо делать, кто работает сам на себя, как им кормить своих детей, не говоря о тех, которым не платят во время карантина. В Чечне поступили проще. Просто полиция ездит по дорогам Грозного, заставляет всех вернуться домой. Если в Москве нет масок и антисептиков, то в Питере бесплатно раздают антисептик. Люди ведрами набирают. В больницах при входе врачам выдали градусники. И на входе выдают маски, а также стоит аппарат с антисептиком, который нужно брызгать на руки. Как показывают видеозаписи, где люди как бешеные рвут бумагу в маркетах, собирают себе продукты в корзины, чтобы, не дай бог, и полки все пустые, я не заметил. Магазины все полные, продукты есть. Давайте посмотрим странное видеообращение Владимира Путина. Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Вы знаете, как сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Но самое странное обращение президента Белоруссии Лукашенко. Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над 2 вопросами. Первый вопрос. Коронавирус – это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос. Не ответим пока на этот вопрос. Но скажите, в мире, начиная от моих коллег, политиков и заканчивая ниже, и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз? Вот над 2 вопросами подумайте, кому надо и как кто воспользовался. Кто-то объявил, что это война. Что он хотел этим сказать? Вот, думаю, не только мне одному интересно. Если вы знаете, что он хотел сказать, напишите в комментариях. Почему не сейчас говорить? Что он скрывает? Что знают президенты, но не знают обычные люди? В Инстаграме обсуждают, что Россия отправила в Италию своих военных врачей, которые там помогают итальянцам. И они говорят, лучше бы своим помогли. С одной стороны, правильно говорят, но с другой стороны, как они своим помогут, если они не знают, как бороться с этим? Они отправили своих военных, Россия, и в Китай, и в Италию, потому что вот эти врачи, они набираются опыту, они смотрят, как организм реагирует, как людей лечат, как все это происходит. А после этого с этим опытом записывают вот это все. Они прилетают в Россию и лечат же своих граждан.
Я очень вас прошу, друзья, держите карантин. Если есть возможность, сидите дома, не распространяйте заразу, не подхватывайте ее. Хватит гулять по паркам, делать шашлыки на природе, как вот недавно. Короче, вот как москвичи изолируются. Вот так. Вот разве что как бы друг на друге не сидят. Вот. И это во время пандемии. Людям кажется, что это просто фигня, их это не коснется, это очередной обман. Друзья, не может быть всемирного обмана. Если вам четко, ясно сказали, жить хочешь, соблюдай карантин, но это же тупому ясно. Что я думаю? Вот много статей написано, что это не биологическое оружие, это там перешло от мышки, от там змейки, собачки и после китайцам, а после весь мир. Нет, друзья, у меня такое ощущение, что это все-таки биологическое оружие, и это просто тестируется на людях. Сначала на людях, как это все реагирует, как люди умирают и так далее. Что вы думаете, это биологическое оружие или нет? Пишите в комментариях, я вам обязательно отвечу. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайк, чтобы больше людей увидело это видео. Нас искусственно тормозят. Ассаламу алейкум.